бурлаки наши. В общем, друзья, у нас очередное приключение начинается сегодня. Сегодня 19 февраля, завтра, по идее, мы стартуем, 20 февраля. Вот приехали два таких вездехода, Бурлак из Кургана к нам. В этой экспедиции у нас несколько задач будет. Вот одна из них — это тестирование коротковолновых раций, которые разрабатывает Николай Александрович Находкин. О, безопасная Арктика. Также повезем в северные поселки там груз полезный. Планируем проработать маршрут, более удобный маршрут, чтобы доставлять также грузы в дальнейшем, возможно, в поселки, в которые они доставляются очень тяжело. Тестирование резины. Так что чувствую, нас ждет очень интересное приключение. Утро доброе всем. 8 утра. Очередной сеанс связи. Серега отсыпается. Ему надо побольше поспать. Каждый день за рулем около 15 часов проводит. Вокруг красота. Зимняя сказка, можно так назвать. Сейчас будем искать дорогу, как отсюда с реки выехать на Старый Зимник. Визуально ночью не нашли. Будем искать, сейчас дроном летать. Надо посмотреть, что там, где она, чтобы понимать, куда ехать дальше. Ой. О, вот теперь проснулся. Праздником 23 февраля. Желаем всем богатырского здоровья, счастья и удачи. Удача нам не помешает. Всех с праздником, мужики. Спасибо. Ну, на этой праздничной ноте подъем. Ну что, друзья, сегодня начинается третий день нашей экспедиции «Север рядом», якутскими тропами. На вот таких вот вездеходах Бурлак. Но мы на реке находимся. Погодка, по ощущениям, 30-35. Морозец такой хороший еще стоит. Самое некомфортное в таких условиях в экспедициях — это что, ну, пока толком не помыться. Моемся салфетками, ну, и умываемся. В туалет сложновато ходить. Ну, если сходить подольше ты хочешь, то холодно, вот это дело. Вот у меня уже руки задубели, пока я сейчас камеру держу. Так что все. Просыпаемся, завтракаем, ищем, куда ехать, и в путь. Собираем отчет о движении с двигателя, то есть топливная экономичность, так называемая, расход, как работает система, как работает, допустим, система охлаждения, есть ли какие-то ошибки, которые возникали в ходе движения, допустим, водитель их не смог увидеть, ну или не заметил. Ну все, продолжаем путь. Снова по волчьим тропам. Наверное, будет сегодня. А, там тоже, да? Ну или вроде не такое. Вот, ну, найти спуск еще целая история. Идем пока на пониженной, чтобы прогреться, да, как бы их раскрутить. Да, мосты прогреть. После ночного стояния. Масло разогреть.
это мелкая, нам как это спуститься-то туда, но угол-то большой. Могем, оказывается. Конечно. Вот что значит быть не очень расторопным. Серега быстренько сориентировался, побежал снять, а я пока там оделся, пока нашел куртку. Где то, где все? Все, в общем, кадр издалека. Это просто первый раз мы по такой, как бы, спускаемся по такому берегу. Обычно аккуратничали до этого, как-то видели такой обрыв, не рисковали. Тем более понимали, что за нами еще второй бурлак с прицепом. Там немножко у них посложнее. Но, как видим, не такое уж это и препятствие, по сути. На улице просто сказка, зимняя сказка. Тень все портит, такой провожу и понимаю, что это тупой кадр получился. Вот так вот не снимайте. Это уже не кинематографично. Вот реку проехали. Видите, лед, казалось бы, была зима 50-60 градусов, здесь около 60. Должен быть вообще лед промерзший там до самой земли, еще и земля промерзшая. А нет, вот, пожалуйста, вода. Как мы и везде ездим. Зато можно умыться как раз. 3 дня уже не мылись. Салфетками только обтираемся. Поэтому, конечно, жду баню в каком-нибудь поселке. Вот это очень хочется мне ее дождаться. Да, конечно, Сакрыр очень нас здорово встретил. Спасибо всем, кто нас встречал. Спасибо всем, кто нас так вкусно и сытно накормил. Кто организовал такой вот алгыс, нам встречу, танец. И самым лучшим завершением сегодняшнего дня, конечно же, это будет баня. Пока народ ждет, баня топится. Давайте проведу вам экскурсию. Здесь у них еще можно постираться. Нам предложили, но мы вот здесь сохнет. Здесь стиральные машины. Уже стоит приятный банный аромат. И вот наша сегодняшняя помывочная. Прям, ну, еще жары нету. Меня даже сама атмосфера уже радует. Поэтому я бы сейчас вот так вот сел бы сюда и на полчасика. Наконец-то погреться. Здесь мы вошли в другую реку, Долголах. Это верховье Яна. В самом конце Нижний Ян стоит. И это место Алысардах называется. Очень приметное. И отсюда очень много будет промоин. И вообще, называется, как в переводе с якутского, что, проталины эти. Они километров 40 будут тянуться. Открытая вода. Любую зиму она не мерзнет. Не знаю почему. Вроде течение везде одинаковое. Но может под земли что-то. И нам надо найти зимник. Выход. Переправа. Должна быть где-то старая. И если вдоль нее пойдем, тогда мы немного ускоримся. Это и не так рискованно будет. Да. Пробуем. Вот здесь такая проталина лесная. Следы снегохода. Здесь следы снегохода, да. А это вот большие следы, это чьи? Лосины или человеческие? Наши горы. Лошадиные. То есть, может быть, здесь зимник. Сейчас вот пробуем аккуратно. Мы за вами едем или... Пока стой.
стойте. Давай вот. Да. По повороту. Тут дорога есть, походу, это Буран, если бы снегоход ездил. Да. Это зимняя дорога. Не узковато? Трасса, да. В аккурат. Сейчас скажем, пусть они сюда на пятак заедут. Вот так и прокладываем путь. Вот уже цивилизация недостроенная. Мило! Верхоянских людей. Ну, друзья, в таких вот местах бывает, мне кажется, только оленеводы, кто на севере живет, и охотники. Вот по таким диким. Вот это такое чувство необычное. Вот сейчас понимаю, что мы едем по дороге, которые не пользовались уже много лет. Я так понимаю, что здесь вроде как какой-то старый зимник, тракт. Но мы, по сути, дорогу прокладываем по лесу, тропу такую. И вот понимаю, что это настолько дикие места, что это такое везение, что удалось сюда попасть. И каждый раз, каждая остановка, выходишь, вот прям вот впитываешь, вот наслаждаешься. Вот по лесу нам не очень удобно ездить, потому что антенны. Вот. Аккуратно, Юра. Вот порвали, когда проезжали где-то одну сторону. Юре приходится периодически ремонтировать. В этом рундуке у нас мясо хранится, это как морозилка. Изначально не предполагалось, что отсюда вода будет с озера, да. Набьется и все это замерзнет. Ну, то, что наледь это только в Якутии. Такие экспедиции показывают какие-то преимущества или недостатки тех или иных видов конструкции. Да, мы попробуем так отжать. Все. Так, частично уже добрались. Успех практически. Теперь нужно... все можно рукой сделать. А вот посмотрим у вас. Праздник же. Точно. Спасибо Василию Ивановичу Федорихинскому. Вот так вот, что ли? Они с прицепом-то нормально тут дают? Куропатка. А вот и знаки. Значит, правильно путь держим. Здесь узковато получается, конечно. Отпал уже будет. Че, налево, направо? Налево. Или направо? Налево. Точно? Точно. А там вообще куст На свободу выйдешь. Да. тропа. Звериная ненависть называется эти кусты. Хорошо, что антенну уже порвали, да? Хорошо. Проезжаем Сайлык. Сюда из деревни летом приезжают на сенокос и разные дела лесные делать.
Еще один сейлык. Здесь уже люди есть, собаки вон. Скажет, вы что у нас по огороду тут ездите? Снегопад в гараже. Туалет. Ну давай. Наконец-то не в лес. Я не мог понять, что это за палатка отдельно стоит с печкой. Это, оказывается, гараж. Там снегоход. И вот зимой, когда морозы, он, ну, допустим, замерзает, ты не едешь там неделю, сидишь дома в доме, а потом вот надо ехать. Печку затопил, отогрел, ну, как машины. И поехал в следы как раз. Вот так зимой в уединении люди живут. И, конечно, у каждого дома должно быть установлено СРГ. Это якутская коновязь. Ну и еще имеет такое сакральное ритуальное значение. Такой СРГ мы установили на острове Бенетта. Наконец нормальный делаем обед. Жеребятина. И всю зиму, получается, он тут живет. Да, нет, посменно. Сегодня, говорит, Буран уехал в Сурдах по этой правой дороге, вот куда мы вернулись. Но он говорит, там пустоты есть, говорит, на реке. Он объяснил дорогу другую. Открытая вода и пустоты есть, говорит. Лучше по той дороге, откуда мы вернулись. То есть мы же обратно поедем и там Нет, да. свернем. Ну, можем забор этот, вот с этой стороны объехать, А, с правой стороны. Там. и на нее выйдем на Да. И тогда получается, он говорит, прямее на Батагай. По Зимнику, вот, если ехать через Якутск, Ханкову, Тополиное, потом Батагай, и со стороны Верхоянска в Сурдах, то километров 700 длиннее дорога, больше, чем чем мы проехали здесь. Дорожник хорошо здоровый. Запускаем немножко холода. Давай, пар. Второй двигатель запускай. Спасибо. Откуда твоя? Держи мою. Это те же, интересно? Да? Гуляют. Вот это жеребец у нас. Вот он, последний жеребец, да, защищает их. Я вот тоже смотрел. Он останавливается, смотрит. Давай. Вот, видишь, в сторону отбросит, жеребец. Поперек дороги. Все. Божьи дети. Хотел, чтобы вот так вот, да, была машина заснеженная? Да. Вот твоя просьба выполняется. Побольше давай. Сейчас скоро вообще видимости не будет. О, вот это жестко. Давай, аккуратненько. Оп. Давай. Мне за шкирку попало, прикиньте. Реально, откуда? Это что, психологически, что ли? Я прям реально почувствовал. Да. Верю. Сейчас прям. А, так у нас А, здесь тут это есть, да, я думаю, не... открыто. Я думаю, что прям реально... По колено. Вот так и едем. О-о-о. На крыше-то еще сколько? Нет? Ну что, выехали на хорошую дорогу. Уже такая очищенная.
Лес кончился. Вот теперь дорога стала пободрее, скорость больше, тряска больше. Саурдак остался в стороне, там нужно было немножко в обратную сторону поехать, в другую, а здесь мы в сторону Батагая уже едем. Очередной день подошел к концу. Мы чуть-чуть до Верхоянска не доехали. Решили уже все, время 2 часа ночи. Надо спать. Завтра уже домчим. Расположились. Всем до завтра.